Все виды мясной продукции – пшеница, фрукты, овощи. Изобилие представленных на этой ярмарке товаров поражает взгляды не только покупателей, но и самих продавцов. Лида Бузуртанова представляет Мальсагов продукт, который производит полукопченые колбасы, вареное копченое мясо, курдюк, полуфабрикаты и хлебобулочные изделия. Впрочем, досмотревшись на соседние прилавки – мед, орехи, сыры, Лида и сама не упустила возможности закупиться. Очень приятно мне, потому что у себя же на родине, да, вот имея такой большой ассортимент, такое большое производство, дешево, во-первых, во-вторых, экологически чисто и доступно. И цены очень приемлемые, дешевые цены относительно. Если посмотреть по всем российским регионам, если сравнить цены, у нас самые низкие цены. Во-первых, мясо у нас очень дешевое, сельскохозяйственная продукция очень дешевая, ярмарки. Я прям закупаюсь вот на месяц даже, можно сказать. Главное преимущество представленных товаров – цены в несколько раз ниже рыночных. Разница в стоимости 20, а то и 30 рублей. К примеру, килограмм яблок здесь обойдется покупателям в 50 рублей, в то время как на рынке цена доходит до 120. Более того, продукты натуральные, без добавления каких-либо химикатов, что, безусловно, не может не радовать жителей. Цены нормальные, все нормально, нас все устраивает. Мы и картошку купили, здесь работаем, все набрали уже. Все очень вкусно, все нормально. Продукты на прилавках – это результат кропотливой работы фермеров, аграриев и крупных компаний, не только из Ингушетии, но и соседних республик. Демир Демиров предлагает ингушским покупателям рис, гречку и фасоль, выращенные в горных селениях Дагестана. К слову, он в республике пользуется большим спросом. Впрочем, для самого Демира подобные ярмарки – это в первую очередь возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов. Эта ярмарка хороша тем, что больше знакомишься уже с гражданами Ингушетии, чем они занимаются, какие у них успехи. Это больше, чем выручки, там, наверное, обмен опытом больше идет. Мы на самом деле подходим к каждому, кто-то что-то делает, они к нам подходят, мы к ним подходим и задаем мы вопросы друг другу. Вот разные болезни есть, лекарства какие применяются, какие можно, какие нет, какие от них побочные, кто жалуется, бывает. У нас есть дагестанские наши гости, есть ставропольские, очень много районов Ставропольского края, кабардинцы, то есть чеченские, пригородные тоже. То есть они видят, как они производят, да, обмен опыта, то есть и потом они нам и качество показывают свое, и цены показывают, чтобы у нас наши не поднимали цены. Там. Ярмарка «Золотая осень» стала в нашей республике уже ежегодной и традиционно проводится после Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». По итогам участия в юбилейном аграрном форуме стенд Ингушетии получил гран-при. Кроме того, диплом от организаторов выставки получили 46 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств республики. Наша выставка значительно отличалась и была отмечена руководством страны с тем, что разнообразие той продукции, которая производится у нас, ассортимент этой продукции значительно за последние годы расширился. Тому пример и сегодняшняя ярмарка. Обратите внимание, если мы в прошлые годы эту ярмарку проводили и к нам приезжали со всех субъектов Российского Северного Кавказа, привозили даже вот медовую продукцию. Сегодня у нас без привлечения из-за пределов республики у нас разносортие есть. Значит, производителей меда стало много, ассоциация работает, частное предпринимательство, в том числе и крестьянское фермерское хозяйство, оно развивается. Ярмарку посетила глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Руководитель субъекта осмотрел представленный в павильонах ассортимент, пообщался с фермерами-участниками и покупателями. Параллельно с торговлей на уличной площадке для гостей ярмарки организовали мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Обращаясь к аграриям с поздравлением, глава Ингушетии отметил, что республика с давних пор славится талантливыми и трудолюбивыми людьми. Мы сегодня на выставке видим ту продукцию, которую раньше мы не производили. И она уже системно и планово реализуется на территории республики. И, конечно, Министерство сельского хозяйства совместно и с Акорией, совместно с жителями, сегодня надо переходить на такие формы обслуживания населения, как потребкооперация, потому что много есть желающих работать на селе.
даже в личных подсобных хозяйствах, если у них будет гарантия, что продукция будет выкупаться, закупаться, она не пропадет. То есть сам производитель почувствует, что у него нет рисков реализации этой продукции. Вторая форма, которую надо широко внедрять сейчас, это вокруг наших крупных таких уже производителей, как «Сад-Гигант», как агрокомплекс «Сунжа», который делается, как птицекомплекс «Южный», который реализует сегодня, мясной комплекс, мясомолочный комплекс. Такие крупные гиганты, вокруг них надо создать кооперацию. Торжественная часть мероприятия завершилась награждением лучших работников сельхозотрасли республики. Альмина Бокова, Светлана Томова, Новости 24.